ГСП онлайн. Городские новости сейчас. Суббота, 9:00, городадминистрация. В режиме видеомоста проводится селекторное совещание по вопросу переселения из ветхого и аварийного жилья. Его проводит зампредседателя правительства Коми Константин Лазарев. На сегодня вопросов больше всего к Печоре. Сроки выполнения этапов программы там, что называется, запаздывают. К 20 января обещают закрыть лишь первый, хотя сентябрь 2017 года дедлайн уже для 4-го этапа. Какова же ситуация в Ухте? Постоянно 13 число, на объекте находится 68 рабочих. Организована работа в 2 смены. Вчера был сам на объекте, разговаривал с подрядчиком. Работа будет в 3 смены работаться. На сегодняшний день выполняется работа по устройству полов, облицовка стен, устройство винт-каналов, отделочные работы, гидроизоляция санузлов, устройство стяжек в санузлах. Полностью, всем материалом полностью дом обеспечен. Речь идет о поселке Ветлосян, где реанимируют дом для последующего заселения. Однако Константин Лазарев призвал всех быть наготове. На следующей неделе снова ожидаются морозы, а делать-то дело нужно. Если говорить в целом по Ухте, то оценка республики следующая. Ухта по программе выглядит неплохо. Хочу сказать, что мы, конечно, ожидали большего. Думали, что Ухта вовремя выйдет, так сказать, с показателями. Ожидаем, что к февралю месяцу, к середине февраля программа по переселению граждан из ветхого аварийного жилья в городе Ухте по 3-му этапу будет закончена. И то жилье, которое планируется к покупке в рамках 4-го этапа, очень с хорошими потребительскими свойствами. Это новые дома, кирпичные, монолитные, очень хорошие, высокого качества дома. После селектора зампред правительства посетил и несколько знаковых ухтинских мест. Дом на Севастопольской 13А, тот же Ветлосян и котельную в поселке Водный. Не первый год с ней стоит вопрос. Мало того, что она старая, так еще и неэкономная. Однако весной этого года ожидается начало строительства новой блочной котельной неподалеку. По проекту она должна быть гораздо экономичнее. Работать будет также на газе и заменит существующую. Финансирование должна осуществить республика. Цена вопроса – 200 миллионов рублей. Завершить проект планируется к концу 2017 года.